Здравствуйте, уважаемые жюри. Я Томский Айтал, ученик 7 В-класса МОБУСОШ номер 17. Представляю нашу работу на тему «Элементы фэнтези в нашем произведении «История о звезде Лорда». Руководитель, учитель русского языка Егорова Ольга Алексеевна. Целью работы является выявить элемент фэнтези в нашем произведении. Объект исследования – жанр фэнтези. Предмет исследования – рассказ «История о звезде Лорда». Задача. Первое. Рассмотреть термин фэнтези в соотношении с терминами фантастика и научная фантастика. Пятое. Выявить основные признаки жанра фэнтези. Третье. Ознакомить читателей с нашим миром и с его философией. Четвертое. Улучшить свое ораторское искусство. Пятое. Выпустить одно авторское произведение. Новизна. Новизна нашей работы заключается в исследовании нашего авторского произведения. Актуальность нашей работы состоит в том, что творчество человека всегда было и будет востребованным. Материалы данной работы могут быть использованы при подготовке к урокам по русской литературе. Жанр фэнтези. Своеобразие жанра. Жанровая природа фэнтези восходит к миру средневековых легенд, мифологии и сказаний. Само слово фэнтези в переводе с английского обозначает фантазию, вымысел и сказку. Признаки жанра фэнтези. Первое. Мир несуществующий, обладающий свойствами невозможными в нашей реальности. Второе. Магия и фольклорные персонажи. Третье. Авантюрный сюжет. Четвертое. Средневековый антураж. Пятое. Скрытое противопоставление технологий и волшебства. Седьмое. Противостояние добра и зла как основной сюжетный образующий стержень. Восьмое. Наличие потустороннего мира и его проявлений. Девятое. Полная свобода автора. Он может повернуть сюжет самым неожиданным для нас образом. Какой наш мир? Наш мир – это звезда Дарчайха, которая окружает планету. Эту планету окружает спутник и летающий остров. Из звезды родились два бога – Сандрайха и Майонха. Эти два брата, увидев пустоту в округе, решили создать жизнь, в том числе и планету. Мир наш не имеет полного названия. Каждый народ называет его по своей воле. В нашей истории есть души в каждом существе, а видов души всего 3. Синий – душа детей Майонха, красный – душа детей Сандрайха, фиолетовый – душа Дарчайха и созданий некромантов. В нашем произведении «История о звезде Лорда» можно определить следующие жанровые элементы фэнтези. Первое – наличие вымышленного мира, в нашем случае планетарной системы. Второе. Принцип путешествия. История гласит о двух искателях приключений, Детхасе и Аргоне, которые отправились в путешествие. Третье. Романтический герой как центральная фигура произведения. Главные герои Аргона и Детхас. Романтические персонажи в поиске ответов на свои вопросы. Четвертое. Наличие фантастических существ. Земляные великаны, единороги, нечисть. Все это ходит по полям нашего произведения. Пятое. Полная свобода автора. Смысл. Смысл этой истории заключается в следующем. Для каждого человека истина своя, нет верных ответов. Путем проб и ошибок мы познаем себя и этот мир. В этом и суть истории. Он про то, что смысл придумывают сами люди, и людям решать, какой будет смысл в этом стуле, в этом столе, в этой истории. Каждый из нас является историей. Практическая работа. С практической части наш рассказ был издан в газете «Белян Бол Плюс», номер 321, 22 октября. В дальнейшем мы планируем продолжить работу над своим произведением и издать ее полностью. Заключение. Фэнтези – достаточно молодой жанр, который берет свое начало в мифах и легендах. Фэнтези не только не вредит, а наоборот приносит пользу своим читателям, раскрашивает жизнь яркими красками, дает волю фантазии и отвлекает от насущных проблем. Возвращает в мир детства, где мы великие волшебники, храбрые рыцари или просто бродяги в поисках себя. Задачи, выполненные нами в ходе этой работы. Первое. Мы узнали, что такое жанр фэнтези и сравнили его с научной фантастикой. Второе. Ознакомили вас с нашим миром и его философией. Третье. Жанр фэнтези выделяет тем, что для него характерно наличие потустороннего мира, невиданных нами существ,
и так далее. Четвертое. На примере нашего произведения мы видим, что указанные черты так или иначе являются частью фэнтези, что позволяет нам говорить о том, что есть универсальные правила для построения сюжета в произведениях в жанре фэнтези. Спасибо за вас.